Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. После 2022 года не только госструктуры и власть, но и бизнес очень четко взяли курс на импортозамещение IT-технологий и информационную безопасность. Миграция на отечественные решения стала насущным вопросом. На чем основывается суверенитет IT-инфраструктуры, мы сегодня поговорим. Наш гость студии Андрей Солдатов, директор департамента региональных продаж группы «Астра». Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще сегодня очень многое же говорят о собственном суверенитете в разных его ипостасях. Вот если говорить об IT-суверенитете, IT-инфраструктуре, на чем она основывается? Суверенитет в области IT, в области IT-инфраструктуры в первую очередь основывается на тех разработках наших отечественных программистов, наших отечественных разработчиков, которые сейчас активно внедряются в жизнь, в первую очередь в государственные структуры, региональные, федеральные структуры. И благодаря этому у нас появилась возможность быть независимыми от тех решений, от тех, так сказать, вендоров, партнеров, которые ушли, как известно, с рынка в 2022 году, оставив нам массу вопросов, как эксплуатировать дальше ту инфраструктуру информационную, которую мы создали за эти годы, каким образом мы это будем все развивать, каким образом мы будем наращивать нашу, так сказать, компетенцию в части информационных технологий. Но благодаря нашим разработчикам, благодаря тем компаниям, которые сейчас активно работают на рынке, мы эту задачу во многом уже решили. Ну, в общем, импортозамещали и практически импортозаместили. Ну, да, по крайней мере, во многих... И сейчас задача стоит шире гораздо. То есть не просто заместить импортные, так сказать, решения, а именно развиваться на базе отечественных решений. То есть это фактически национальная IT-независимость. Ну, проще говоря, формировать собственную технологическую экосистему. Экосистему, да. Вот базу. если говорить о ней, что для этого делает группа «Астра», каковы направления вашей работы? Мы очень активно продвигаем идею создания экосистемности в рамках, так сказать, нашей платформы. Да? То есть у нас есть операционная система, на базе которой мы сейчас развиваем целую группу продуктов, целую группу решений, там порядка более 20 продуктов сейчас у нас уже выводятся на рынок. И в части виртуализации, в части почтовых серверов, решений, связанных с хранением данных, системы управления баз данных и так далее. То есть мы сейчас очень активно ведем работу именно над созданием собственной экосистемы продуктов, которые абсолютно привязаны к нашей платформе, к операционной системе. И все эти продукты развиваются синхронно, все обновления в рамках данной экосистемы происходят синхронно, что позволяет фактически без потери функциональных возможностей продолжать эксплуатировать любую инфраструктуру на базе наших продуктов. Наша с вами беседа проходит в том числе и в рамках форума «Цифровой алмаз». Вы представители вашей компании. Я знаю, что являетесь не первый год гостями и участниками форума. Что вы привезли, какие активности представляете или уже представили в этом году? Мы в этом году подписали соглашение с регионом, вот буквально сегодня это произошло утром, в рамках которого мы будем продолжать наращивать свое присутствие здесь, наращивать наше взаимодействие с правительством, с органами исполнительной власти, с бизнесом. И в первую очередь мы сейчас еще и смотрим в сторону учебных заведений, формирования кадрового потенциала в сфере IT в республике. Ориентируемся на то, что для того, чтобы и наращивать свое присутствие, и сохранить, ну, что называется, скорость движения, необходимы люди.
необходимые компетенции, которые будут здесь в республике развивать в том числе и наши продукты, ну и продукты других вендоров отечественных, которые на рынке сейчас присутствуют. Но я уверен, что Якутия не единственный регион, с которым вы активно сотрудничаете. Вот в этом плане существует ли, что называется, региональная политика в рамках сотрудничества с компанией? Ну, допустим, одни регионы, там, не знаю, активно, ну, если брать на уровне, допустим, той же промышленности, активно там добывают, реализуют уголь. У нас, ну, естественно, алмазная добыча. Вот какая-то диверсификация есть в этом плане? Мы производим продукты, так называемые IT-инфраструктуры, да, инфраструктурные решения. Они являются базовыми. Это базовые продукты для построения любой структуры информационной для любой компании. Вот. И, да, есть отраслевые, так сказать, нюансы, есть разные возможности у разных регионов. Я могу сказать, что Якутия является передовой республикой в части внедрения отечественных решений. Вот. Фактически флагман. Вот. И для нас очень важно взаимодействовать с республикой, для того, чтобы тот опыт, который мы здесь нарабатываем, передавать в другие регионы, в другие отрасли, в другие сферы, так сказать, жизнедеятельности страны. Ну, к слову, о других сферах жизнедеятельности. Форум «Цифровой алмаз» в центре внимания в этом году развитие, в том числе и беспилотных авиационных систем. Это тренд, я думаю, по всей стране у нас сегодня идет. Для нашей республики это тоже крайне уникальная тема. Вот есть ли какие-то наработки у компании, у группы компании «Астра» в этом направлении? Мы очень активно участвуем в так называемой разработке embedded систем, то есть встраиваемых систем, которые используются в том числе и в беспилотной авиации, в робототехнике, в, так сказать, умных станках и так далее. То есть наши продукты могут быть использованы в любой сфере. Естественно, мы сотрудничаем с производителями, в том числе и беспилотной авиации, и, как известно, да, то есть в связи с определенными событиями, эта активность, она только нарастает. Мы сейчас говорим не только о беспилотниках, мы говорим не только да. о военной сфере. В первую очередь мы говорим о том, что это дало большой толчок именно развитию в целом беспилотной авиации и для сельского хозяйства, и для там, картографии, и для изучения да, там, состояния лесов, доставки продуктов и так далее и тому подобное. То есть это сейчас настолько массово начинает использоваться, что, наверное, трудно будет даже сейчас назвать ту сферу, где их нельзя будет применить. Ну, грубо говоря, тренд. Да. К слову о трендах. Вот в регионах часто работаете, взаимодействуете. Какие тренды там в плане работы с вашей компанией и в целом вот по импортозамещению тех или иных Основной тренд продуктов? Это все-таки замещение зарубежных продуктов нашими отечественными решениями и наращивание, использование данных решений для того, чтобы можно было дальше развивать цифровую инфраструктуру любого региона. В зависимости от состояния региона, скорости, конечно, везде разные такого движения, но тем не менее вектор один. То есть мы идем в направлении полного импортозамещения и, на самом деле, национального суверенитета в области IT в целом по стране. Андрей Борисович, если говорить вот о регионах страны, есть ли какие-то лидеры из тех субъектов страны, кто лидирует вот по внедрению ваших продуктов? Однозначно, как я уже сказал, это Республика Саха-Якутия, это Республика Татарстан, это такой федеральный центр, как Санкт-Петербург, Московская область, город Краснодар, допустим, и так далее, и подобное. На самом деле мы присутствуем во всех регионах, абсолютно нет никакого исключения. Наши продукты везде используются, и, как я уже сказал, благодаря этому мы становимся все более, так сказать, независимыми, суверенными. И что самое важное, наши продукты обеспечивают безопасность работы всех областей
экономики. Предлагаю еще немного поговорить о форуме «Цифровой алмаз». Я знаю, что вы не в первый раз приезжаете вместе с своими коллегами. В этом году форум 4-й. Вот, на ваш взгляд, как он трансформировался, в чем отличие его от форума предыдущего года? Разные тематики каждого форума «Цифровой алмаз». В этом году основное внимание уделено телекоммуникационной инфраструктуре, искусственному интеллекту, развитию этих направлений в республике и в том числе создание новых центров обработки данных, которые бы могли использоваться другими отраслями экономики в целом по России. Вот, наверное, основной вот этот тренд данного конкретного мероприятия. Ну, соответственно, мы встраиваемся и в эту тематику, нам есть что предложить. И я думаю, что форум в этом году также проходит успешно, как и всегда. И я надеюсь, что мероприятие станет и будет традиционным. Каждый год будет собирать вендоров, будет собирать партнеров, которые могут показать что-то новое для всей страны. Ну, более 2500 гостей в этом году и участников форума. В заключение спрошу, многие эксперты называют «Цифровой алмаз» крупнейшим, важнейшим событием в сфере IT на Дальнем Востоке. Вот, на ваш взгляд, какова его значимость для индустрии, конкретно вот макрорегиона? Я точно понимаю, что Якутия является одним из локомотивов развития Дальнего Востока, и те мероприятия, которые организует правительство Якутии совместно с ведущими предприятиями региона, они однозначно являются, наверное, базовыми, основными для всего макрорегиона Дальнего Востока. Андрей Борисович, я благодарю вас за интересную беседу. Будем следить за тем, какие успехи делает ваша компания, и, безусловно, за тем, как в целом развивается и совершенствуется наш суверенитет технологический, наша IT-инфраструктура. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.